Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Сегодня глава нашей республики А.С.Н. Николаев огласил свое традиционное послание Государственному собранию Илтумен, объявив наступающий 2026 год годом культуры. Это решение открывает новую страницу в развитии творческого потенциала Якутии, от сохранения многовекового наследия до поддержки современных инициатив. И сегодня у меня в студии два эксперта, чьи взгляды помогут глубже понять смысл и перспективы этой важной инициативы. Это депутат из Государственного собрания Илтумен, главный врач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан и Владислав Левочкин, директор Государственного театра оперы и балета имени Сарона Малона. Давайте вместе разберемся, какие задачи стоят перед регионом, какие события ждут якутян, и как год культуры поменяет культурное пространство Якутии на год вперед. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Но начнем с того, что послание главы – это же такой стратегический документ, да, и прежде всего адресаты его не только депутаты, но и правительство, и руководители предприятий у нас в зале, вы оба были в зале. Давайте вспомним послание прошлого года, вот насколько правительству, общественности удалось его реализовать. Ну, для меня, в первую очередь, тема послания близка была по здравоохранению. Если хорошо у кого с памятью помнят о том, что именно в послании было сказано про школьную медицину. Про возвращение медиков в школу. Да, потому что в 2011-2012 году в связи с изменениями законодательства, с определенными изменениями нормативных правовых актов, школьная медицина ушла в систему образования. Конечно, это были определенные сложности, связанные с зарплатой для этих медицинских работников, последующей их аттестации, аккредитации, выплаты, участия в программах, например, те же самые земский доктор, земский фельдшер. И вот сейчас, с учетом того, что глава республики в прошлом году обратился в адрес Госсобрания Илтумен, со стороны народных депутатов началась эта проработка. Мы активно занимались и вопросами, связанными с приведением нашего законодательства республики к норме того, чтобы школьная медицина была именно в системе здравоохранения. Органы исполнительной власти в лице Министерства образования, науки и Министерства здравоохранения находили вот эти точки соприкосновения, это передача штатных единиц, вопросы финансирования и так далее, потому что это же не так вот просто сели и решили, что вот будет школьная медицина. Это достаточно глубокий, проработанный вопрос, чтобы с 1 сентября система здравоохранения вошла обратно в школы нашей республики. Более 90 кабинетов было отлицензировано, соответственно, они прошли этапы и санэпид заключений, и поиска специалистов, где-то фельдшера, где-то и специалисты с высшим медицинским образованием. И теперь вот эти люди, они погружены в систему. То есть проводятся профилактические мероприятия, мы в медицинской информационной системе видим все то, что ребенку делалось, чем он там болел и так далее. И, соответственно, у тех, кто работает в системе здравоохранения, у них подтянулся уровень заработной платы. Но это вот лишь такой маленький блок того, что было исполнено. А давайте не будем забывать, что тема была посвящена участникам СВО, сколько за это время было принято мер материальной поддержки для участников специальной военной операции. В системе здравоохранения для них разработана система зеленого коридора. Есть якорные медицинские организации для оказания медицинской помощи. И что немаловажно, это и реабилитация для участников СВО. И в этом году тоже эта тема не была оставлена без внимания, но уже с более, скажем так, расширенными функциями в части конкретизации мер и объединение их для того, чтобы информировать участников СВО о том, что им положено в рамках тех мероприятий, которые проводит сама республика. Ведь по некоторым вещам это только у нас в субъекте можно получить. Ну, вот, например, я просто по себе близко, это лазерная коррекция зрения. Я знаю, что ни один субъект этого еще такого не придумал, чтобы участникам СВО за счет бюджета делать эти манипуляции. Ну и, конечно, одна из центральных тем была 80-летие Победы. Ну, собственно, в начале послания Александр Сергеевич сам и затронул, да, результаты по 80-летию, по мерам поддержки для участников войны, для ветеранов, бастионы памяти, вот, которые делаются. Да, просто послание это было более часа, да, и уложить... Полтора вот, часа. Ну, вот я имею в виду прошлое, да, послание, да, и уложить мой ответ там
и упомнить все, да, просто рамки эфира не позволят. Да, Владислав Валерьевич, вам Ну, что? в любом случае, это стратегическое направление на предстоящий год. И, конечно же, все руководители, все, кто воспринимают это послание, они принимают это в работу. Мы видим действительно, ну, одна из важнейших составляющих — это объявление года. И прошлый год был, уже уходящий год был объявлен годом защитника Родины. И действительно, ну, я могу судить и по работе в нашей отрасли, и в целом. Действительно, большой объем работы был проведен, включая там, допустим, ну, на нашем уровне это проведение Дней армейской культуры, когда к нам приезжали коллективы из других регионов, конечно, ну, Военный оркестр. да, военный оркестр, у нас Open Air проходил большой с участием Театра Российской Армии. Это такие вот, ну, совместные такие созидательные проекты, которые очень нужны и очень тепло, горячо были откликнуты в нашем обществе. И многим еще запомнился флешмоб артистов вашего театра, когда они на вокзале пели военные песни. Да, мы еще которые подхватили по снимали стране клипы, и это тоже, ну, на самом деле, не только в нашей отрасли, мы знаем и программу вот Якутия «Земля героев», допустим, комплексная, обширная программа для воспитания руководителей, вот как раз-таки элиты из вернувшихся наших ветеранов. Действительно, ну, это наша общая задача с тем, чтобы проводить работу реабилитации, социализации и вот работу именно по поддержке семей, которую мы проводим, ну, не только организовывая совместные мероприятия, но и конкретно занимаясь семьями, оказывая им поддержку по тем направлениям, по которым мы работаем. Да, кстати, вот кадровая программа «Якутия. Земля героев», она же тоже была одной из центральных тем прошлогоднего послания. Я знаю, что вы ведь встречались тоже с участниками этой кадровой программы. Есть что сказать, наверное? Да, с учетом того, что одним из участников этой кадровой программы является коллега, главный врач Ленёкской центральной районной больницы Назар Никитич Петров, он награжден орденом мужества, сам врач-хирург, и он регулярно обменивается опытом с коллегами. Он стажировку в Министерстве здравоохранения проходил и в учреждениях государственной власти, чтобы понять процессы и механизмы, как принимаются решения именно на этапе госуправления. Потому что ну, я как человек, который прошел разные стадии в управленческой жизни, прекрасно понимаю, что там, находясь на уровне позиции главного врача, у тебя один уровень принятия решений. Госаппарат работает совершенно иначе, потому что там другие задачи, более масштабные, стратегические, и надо понимать, почему то или иное решение, например, твое не может пройти на определенном этапе. Вот этому программа как раз и обучает более широкому кругозору, возможности участвовать в принятии этих решений. И Назар Никитич показывает неплохие результаты. Мы были в том числе и у него в Оленьке в этом году, общались с ним. И некоторые коллеги, с которыми я тоже знаком, они делятся впечатлениями и в социальных сетях. И я же вижу, что каждый из них, уже набравшись вот этого опыта, уже вносит какие-то свои предложения, идеи, и некоторые находят свою реализацию. Поэтому программа достойная, с учетом того, что есть и федеральный аналог, «Время героев», выпускники, которые у нас и трудились, в том числе и работают. Допустим, Игорь Васильевич Иргин, который был исполняющий обязанности министра по делам молодежи, поднялся выше, работает в Министерстве просвещения, руководителем департамента. Вот как раз тот пример, как и сказал Владислав Валерьевич, элиты, которая в последующем будет занимать свое место в управленческом аппарате, как в госуправлении, так и в управлении корпоративным сектором. Ну, давайте вернемся к тому, что все-таки 26-й год объявлен годом культуры. Ожидали ли вы, что это будет год культуры, и как вы восприняли это? Вот, ну, наверное, это вопрос связано в большей степени не с достижениями в нашей отрасли, а это больше, наверное, связано с той ответственностью, которую сейчас вот сфера культуры может взять как раз-таки вкупе того, что объявлен в России год единства народов России. И вот в этом отношении именно культура, она выступает в качестве такого цементирующего вещества, да, которое связывает, собственно, наш многонациональный народ. И, конечно же, это очень ответственно для нашей отрасли сейчас
мы понимаем, что это непростое время, нелегкое время, и есть определенные сложности по бюджетному финансированию, и, конечно же, есть очень важные приоритеты сейчас на федеральном уровне, на уровне работы регионов, поэтому ну, со своей стороны мы понимаем, что это очень важно, что что мы можем внести со своей стороны как работники, деятели культуры, поскольку это имеет значение, конечно же, не только в нашей столице республики, да, где, конечно, успешно развиваются творческие коллективы, но прежде всего это касается вообще всей жизни нашей республики. В каждом селе есть учреждение культуры, и этим, надо сказать, вообще отличается наша страна, что даже на краю Ледовитого океана в каждом селе есть обязательно дом культуры и библиотека. Это центры, ну, скажем так, центры Притяжение населения. просвещения и центры притяжения общественной активности. И, собственно, ну, как бы мы в таких условиях находимся, что только вот эти вот центры, они могут объединять людей где-то не только дома, да, не обязательно дома, а именно как бы в общественных местах с тем, чтобы решать какие-то важные вопросы. И в этом отношении сейчас современные учреждения культуры, они совершенно другую функцию несут. Не только, скажем, ну, вот песни-пляски, как вот распространено, да, скажем, в обиходе, но это именно такие центры, которые могут развивать новые инициативы, в том числе вот наши модельные библиотеки, где и обучают разрабатывать, допустим, какие-то комплексные проекты развития территорий и участвовать в грантовой работе. То есть, ну, в этом отношении вот наша сфера, она может придать развитие вообще всему комплексу направлений нашей жизни. Культура, она объединяет не только ну, вот, людей разных национальностей, а вообще объединяет всех. И на самом деле, ну, в самом широком смысле, культура — это все, что создается человеком. И, собственно, понятие цивилизации — это и есть культура. Будущие поколения будут судить о нашей жизни именно о том, что сохранилось в нашу эпоху в совокупе всего, что мы создаем. Библиотеки, они сохраняют знания, в целом весь массив знаний человечества. Музеи сохраняют все наше наследие. Это не только произведения искусства, да, это вообще в целом все достижения нашего человечества. Поэтому, конечно, это очень большая ответственность, и я надеюсь, что мы справимся с тем, что перед нами поставлена такая ответственная задача, и сделаем все возможное, чтобы этот год действительно был очень значим для нашей республики, и в целом каждый человек ощутил какие-то изменения. На мой взгляд, вот здесь как раз есть возможность реализовать свои инициативы. Ведь, ну, вот, наверное, я выражу отчасти где-то свое мнение, не все люди посещают музеи, например, театр. У кого-то нет возможности в силу времени, у кого-то нет возможности там, в силу желания, занятости и так далее. У кого-то привычки просто Да, нет. у кого-то привычки нет, которые надо формировать, между прочим, потому что я полностью согласен с Владимиром Андреевичем, что это ведь культура — это вещь очень многогранная. Это же не только там библиотеки, музеи, там картины, галереи и так далее. Это еще и наш культурный код человека, наше поведение, вот, которым мы говорим, что надо формировать. И вот я почему об этом заикнулся, что мы в больнице, например, реализуем часть проектов, которые связаны с культурой, потому что У вас же выставки бывают вот, художников. я вот к этому говорю, что Да, мы да, стараемся приблизить культуру, которая есть, ну, в данном случае живопись художников Республики Саха-Якутия, и продемонстрировать ее нашим пациентам. Потому что, ну, вот я могу там с уверенностью на 99,9% сказать, что там 90% клиентов офтальмологической больницы не посещают, потому что, ну, вот я уже сказал причины. Но, находясь в больнице, они волей-неволей знакомятся, там, пока ожидают там, своей очереди, пока ждут госпитализацию или операции. Вот
вы сказали, да, Ирина, что у нас есть картинная галерея. Мало того, что мы вот сейчас открыли музей офтальмологической службы, мы работаем с библиотеками как для незрячих. Они приходят к нам и читку регулярно осуществляют. У нас есть уникальная библиотека в республике под 11-м Министерством культуры. И вот мы такой формат. И плюс к этому мы сейчас отрабатываем формат, когда у нас такая книжная полка постоянно обновляется произведением. Есть специальный холл для того, чтобы люди там могли почитать. Буккроссинг, да? Да. Оставляешь книгу, Да. берешь. То есть вот такие элементы, на мой взгляд, могли бы внедряться в любом учреждении, где проходимость очень высокая. Тем самым мы бы приблизили вот эти вещи для населения людей, причем абсолютно бесплатно. Да, у нас на НВК тоже такая полочка есть. Вот. Это вот как механизм реализации новых инициатив. И вот единственное, хочу дополнить, я стараюсь по мере возможности посещать учреждения культуры, я вижу, как они меняются за последние годы. Это же вот не то, что было там 15-20 лет тому назад. Применяются интерактивные формы. Там, музей «Россия. Моя история». Придите все в таком виде современном. Эту выставку можно менять там, по мановению щелчка пальца. Библиотеки переходят в цифровой формат, предоставляя гораздо большее количество возможностей, чем это было раньше. Просто об этом не знают, об этом надо информировать, вот хотя бы даже посредством Якутии в деталях. Ну, это тоже вот вопрос социальной ответственности, искусства, профессиональной культуры. Допустим, тоже вот у нас, вспомнили библиотеку для слепых, у нас совместный проект есть. Как раз-таки мы организуем тифлокомментирование спектаклей, в том числе вот «Иоланта», который повествует как раз-таки о незрячей девушке, которая вот при помощи медицины восточной получила зрение. И вот мы этот спектакль как раз-таки делаем доступным для тех, для кого он был раньше недоступен, ну, несколько лет назад. То есть могут приходить люди незрячие, слабовидящие. Мы делали также этот спектакль с сурдопереводом, то есть те, кто вообще не слышит тоже. И благодаря вот сурдопереводу они могут воспринимать это искусство. И такие проекты, они сейчас очень популярны на самом деле. Я думаю, что каждое учреждение культуры вот реализует какие-то интересные проекты социальной ответственности для того, чтобы ну, вот, развивать свои виды деятельности. Но причем у нас же еще такая перекличка идет с федеральным годом, да? Конечно. То есть, причем в прошлом году послание главы республики было оглашено раньше немножко, чем объявили в России год, да, и поэтому получилось вообще почти дубль. Год защитника Родины, год защитника Отечества. Вот. В этом году, получается, какой год объявлен в России, мы уже знали, что это год единения народов России, президент нашей страны объявил. И, значит, и у нас логичное продолжение, как бы год культуры. Да? Это связано ведь? Конечно, связано. Культура сегодня, она, опять же, выполняет очень важную функцию патриотического воспитания. Это сейчас обостряется, это очень понятно сейчас, что, может быть, действительно, ну, предыдущие годы это не придалось такое большое значение этому. Сейчас мы понимаем, что это очень важный инструмент, и действительно вот возможности учреждений культуры, у современных учреждений гораздо шире для того, чтобы это делать качественно, для того, чтобы действительно заряжать вот своим посылом молодежь, молодую аудиторию, для того, чтобы это было не в обязаловку, а чтобы действительно молодежь восхищалась подвигами наших предков. И опять же, это очень увязано именно с национальной спецификой нашего региона, то есть национальное самосознание, оно через культуру именно привязывается. Вот, в принципе, сейчас вся наша деятельность, начиная там от, допустим, проведения фестиваля там, Чайковского, да, это наше культурное наследие, да, это все связано с патриотическим воспитанием, формированием отечественного репертуара и как раз-таки национального самосознания, пробуждения, да, оно происходит вот как раз-таки через встречу с такими произведениями искусства. Я отдельно, Александр Сергеевич, остановился на успехах якутского кино, и на прямой линии президента, совмещенной с пресс-конференцией, как раз вот мой коллега Олег Колесов, Талбан, который сейчас ведет эфир в студии НВК, он задал президенту в том числе вопрос про фильм, попросил поддержать фильм о Туте Андрея Григорьеве.
Вот. И, в общем, так приятно, что... Это действительно вот, замечательный был вопрос, потому что он был многосторонним, немножко показалось затянутым, да, когда мы это слышали, но прозвучали такие цитаты, которые мы никогда бы в другом, скажем, ситуации не услышали бы. Это как раз-таки цитаты главы нашего государства о нашем культурном Да, он сказал, что развитии. талантливые. Очень талантливый народ, да, о том, что действительно у нас земля такая, которая притягивает таланты. Он сказал именно О бойцах отдельно. о наших бойцах, Что что таких таких в мире героев нет поискать. в мире, да. И То есть, Александр Сергеевич процитировал сегодня эти слова. да. И то, что касается еще третье что-то было. Было Бойцы, развитие творческое. Якутия активно развивается. что Якутия активно развивается. Что он всегда с Якутия этого активно начал. развивается, да. С этого был ответ, как я помню. Вот. Это очень высокая оценка со стороны главы нашего государства, и это действительно слышал не только Россия, это весь мир это слышал. Поэтому, конечно, мы очень Ну и горды. как Александр Сергеевич вчера сказал на своей пресс-конференции, что сразу президент дал понять, что он знает о Якутии, знает о проблемах региона. Это вот отвечая на вопрос уже еще одной коллеги Анны Ирыгиной, да, из соседнего здания. Вот. И знает о достижениях наших. И, в общем, показывает, что он глубоко в курсе. Вот, кстати, о проблемах. Ведь глава республики и в послании своем о проблемах говорил. Да. Вот надо сказать, что послание — это же не там причесанный какой-то документ, что как у нас все хорошо, все замечательно, и вот у нас только лишь достижения. Да, он обозначил те проблемы, которые есть на сегодняшний момент. И причем прямо, открыто об этом многие обсуждают, но глава республики сегодня еще раз подтвердил вот такие вещи, которыми будем заниматься. Ну, опять же, близкие темы ко мне, да, льготное лекарственное обеспечение. Та ситуация, которая есть на сегодняшний момент, конечно, она не устраивает людей, которые хотят получить рецепт. Понятно, что мы глубоко погружались в эту историю, обсуждали, где какие можно найти пути решения. Я благодарен Александру Сергеевичу, что он своим волевым действительно решением сразу в первом чтении заложили в бюджет 3 миллиарда 800 там, с небольшим миллионов рублей. Вот это вот та сумма, которую, я думаю, должно хватить на вот следующий год, чтобы обеспечить лекарствами. Понятно, что сейчас эту проблему необходимо решать. Людям-то сейчас лекарства нужны. И здесь в индивидуальном порядке на уровне руководителей медицинских организаций есть возможность ее решать посредством средств ОМС, когда людям можно предложить дневной стационар, это лекарство также бесплатно получить. Здесь же индивидуальный подход к людям тоже нужен, а не просто отмахиваться от проблемы. Вот этот момент на уровне Минздрава мы тоже обсуждали, и министр Лена Николаевна нас поддерживает. Также есть и механизмы, когда есть возможность получить эти средства по федеральной льготе, тоже отказываться от него нельзя. И второй вопрос, тоже касаемо медицины, это санитарная авиация. Тоже сумма более 2 миллиардов рублей, которая выделена на следующий год. Будем уверены, что при грамотной организации вылетов, я, кстати, был сам свидетелем, как это все организовывается. Допустим, в одном месте концентрируются пациенты, они свозятся вертолетами, например, в райцентр, например, в Среднеколымск, и оттуда уже большим бортом забираются сразу все в центре. Соответственно, здесь грамотный подход к использованию финансовых средств имеет место быть. Другая проблема — жилищно-коммунальное хозяйство. Они тоже очень много говорят. Серьезная ком проблем, которые там есть. Но здесь, опять же, глава обращается, вы правильно сказали, ко всем, но надо и всем брать на себя ответственность. Это и по вопросам экономии коммунальных расходов. Я это всегда говорил и буду говорить о том, что когда я вижу текущие унитазы, там горящий свет, когда в здании никого нет, да, там батареи включенные, там, когда плюс 30 и окна открывают и топят улицу, это говорит о полной неэффективности тех, кто этим вопросом занимается. Надо же подходить с умом в условиях там, определенного бюджетного ограничения. Мы же понимаем, что мы весь бюджет на коммуналку не кинем, у нас есть другие статьи расходов. Глава тоже об этом сказал. Ну и о достижениях, вот, о которых я сказал, они тоже имеют место быть. Но эти все достижения, они направляются на развитие, опять же, социальной сферы, потому что послание, оно четко социально было ориентировано.
оно направлено на людей, на конкретного человека, на решение задач. Это дороги, это авиация, ремонт аэропортов всех наших крайне севера, 16 точек, которые будут сделаны. Это вопросы дорог и транспортного. Демография, поддержка семьи. Он же предложил ряд мер с 1 января и по многодетным семьям тоже, и сказал, чтобы правительство этим вопросом занималось и не снижало ни суммы на поддержку этих семей. Отдельно на Арктике остановился. Арктика, с учетом вот того глобального проекта стратегического по строительству морского порта в Найбе, это же, во-первых, и железка, потом река, морской и северный морской путь. Это же колоссальное будет развитие для транспортной логистики, и это уже стратегические задачи в целом Российской Федерации. И об этом понятно, что вот все хотят сегодня, здесь и сейчас. Вот, чтобы у меня завтра был миллион денег, и все было хорошо. Но все же развивается поэтапно. Нельзя же построить там за 1 год смарт-поликлинику, вот как в порту сделали. Но ее же построили, теперь классно, люди счастливы, видят в современное здание, там все оснащено, все есть. И это вот со временем это все познается. Вчера на пресс-конференции Сергеевич сказал, что в первый раз меня не спросили про мост. Потому что мост уже строится, мы уже видим, что там кофердам один основан, уже опоры строятся. И, в общем, теперь вроде как у журналистов сомнений нет, что мост будет. Поэтому да просто освещать это надо, а подливают масло в огонь некоторые личности, что вот все, там, будет все плохо. Хотел не литературное слово употребить в этом вопросе. Давайте дождемся результатов. Просто вот объективно будем подходить. Вот это сегодня есть. Тем более сейчас строители, как я вижу, активно тоже идут на встречу с средствам массовой информации, все показывают, все рассказывают и так далее. Просто объективно на вещи надо смотреть. А если надо, съездить и посмотреть. Возвращаясь к президенту, Олег ведь его еще пригласил на открытие Арктического центра эпоса и искусств. Эпосы и искусств же, да, или эпосы культуры и искусств? Да, эпосы и искусств. Вот, это будет давайте его назовем Алан Хален, как его все называют, чтобы понимание оно было, да? А нет, у нас тут был Андрей Савич вот на вашем месте, и не хочет он называть его Хален. Ну, просто люди, многие привыкли к этому названию. Пусть не называют, ну, чтобы понимание было, что это один и тот же объект. Вот, Владислав Валерьевич, как считаете, вот этот вот центр вообще, он насколько сможет придать какой-то вот новый импульс, если не случайно же в год культуры, да, он у нас должен в следующем году открыться, он должен придать какой-то новый импульс развитию культуры? Ну, конечно, у нас на самом деле сейчас в Якутске нет такой площадки, которая могла бы соответствовать потребностям, культурным потребностям нашей уже возросшей столицы. Да? Вот наше самое крупное театральное зрелищное здание, оно было построено там в 1982 году, да? И, собственно, театром по структуре не является, да? Это Дворец культуры, на самом деле. То есть, это какое здание? Ну, вот театр оперы и балета. А, например. Да? Он строился не как театр? Это же был сначала музыкальный театр. Музыкальный театр. Да. До этого он был музыкально-драматический. То есть там все театры вообще находились, и никто не предполагал, что это будет театр оперы и балета, где совершенно другие требования. И вот центр эпоса, он как раз-таки формирует совершенно новую среду. Новую среду для наших творческих деятелей, для того, чтобы, во-первых, развивать свое искусство, а во-вторых, для того, чтобы проводить действительно масштабные, крупные события, которые может проводить Якутск в масштабе и Дальнего Востока, и вообще в целом, может быть, страны. Может быть, это и мирового уровня мероприятия, события. То есть сейчас у нас таких возможностей нет. Ну и, конечно, он будет объединять все те дома Алан-Хо, которые у нас есть в нашей республике, курировать их деятельность и направлять в едино. Да прямо надо сказать. Но вот куда можно привести у нас гости? Вот на хорошее мероприятие. Ну вот сейчас откроют, да, будет действительно достойно. А что, у нас царство вечной мерзлоты? Там, не знаю, по набережной погулял, Ленские столбы.
Ну вот, Ну вот ко мне недавно гость из Москвы приезжал, мы на Кармен сходили. ну вот, Вполне. а сейчас у них площадка будет очень достойная. Ведь Владислав Валерьевич правильно же говорит о том, что строился-то он не совсем под театр оперы и балет, а сейчас там все условия, несколько сценических площадок. Да гордиться надо этим, что у нас такое будет. Ну вот культура-то будет год, а десятилетие здоровья, тем не менее, продолжается. Мы очень рады. И о здоровье, и о здоровом образе жизни тоже. И Василий Сергеевич отдельно остановился. Доктрина здорового образа жизни была у нас сформулирована еще Михаилом Ефимовичем Николаевым. Вот. И, кстати, отдельно офтальмологов отметил, которые в Докучаевске, в ДНР в целом, да, больше 6 тысяч операций провели. Да, ну вот сразу тезисно. Во-первых, мы туда выезжаем, потому что здесь у нас уже результаты очень хорошие. Мы в районных центрах прооперировали огромное количество людей, мы кратно увеличили эти выезды, и сейчас такой очереди на катаракту, как была там 10-5 лет тому назад, просто не существует. У нас сейчас запись идет на конец января, на февраль. Это если это предварительная запись, еще надо анализы там сдать и так далее. А если вот он пришел уже готовый, там в течение недели мы его положим. Такого нет нигде. Поэтому мы помогаем другим субъектам, особенно братская дорога. Потому что, в принципе, мы у себя этот процесс весь наладили. Теперь, что касается медицины. Действительно, у нас есть достижения, которыми надо гордиться. Высокотехнологичная медицинская помощь сейчас 70% уже выполняется в Якутии. Раньше выезжали за предел. Это в цифрах видно, в деньгах видно. И территориальный фонд сейчас стал меньше отдавать денег другим субъектам Российской Федерации, потому что помощь стали здесь получать. Это большой плюс. Введены новые объекты. Сейчас на этапе строительства, да, в мае больница, в Нюрбе, в Неринге сейчас восстановили. То есть достижения есть, и когда вот появляются там жалобы, я вот всегда болезненно на них реагирую, я всегда стараюсь понять, в чем суть проблемы, с человеком поговорить и так далее, и мы всегда находим пути решения. Бывают экстраординарные случаи, но в любом случае сейчас медицина Якутии, она развивается очень семимильными шагами, и благодаря вот в том числе указу по десятилетию системы здравоохранения. И я уверен, что она и дальше будет также развиваться, потому что у нас есть опытные кадры, раз. Есть медицинский институт свой, что немаловажно в условиях Крайнего Севера, потому что там на Чукотке нет, в Магадане нет. Да? Кадры-то где готовят? Еврейской автономной области нет. Кадры готовим здесь. Медколледжи есть, филиалы открыли. О медицине можно говорить, вот там целую программу посвятить, но понятно, что жалобы есть, и на них надо реагировать адекватно, решать проблему человека и находить пути решения, чтобы таких жалоб вообще не было. И информировать население. Вот, кстати, про здоровый образ жизни правильно сказали. Сейчас борьба с алкоголем идет, и в целом, вот глава же республики о чем сказал, говорить-то можно как угодно, но главное, чтобы дошел смысл послания. А смысл послания в том, что надо объединяться вокруг этих целей нам самим. Вести этот ЗОЖ, значит, стараться там здорового питания придерживаться, физической культурой заниматься. И результат-то будет сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рост продолжительности активной жизни. При этом он отметил, что одними запретами ничего не добьешься, что действительно нужно предоставлять условия создавать. Условия создавать, опять же, чтобы они ходили в музеи и библиотеки, да, в театры, чтобы была возможность заниматься спортом. То есть о культуре здорового образа жизни уже мы говорим, да, так если ну вот, я же говорю, культура — это многогранная вещь. Она и в спорте есть, не просто же называется физическая культура. Да, ну, вот, и в системе здравоохранения тоже есть своя культура. Вот, но тем не менее, мне кажется, для учреждений культуры это еще и какая-то двойная ответственность, нет? Ну, да, конечно, задача нашей отрасли, на самом деле, да, это прописано в официальных документах, в законах, создавать, формировать, распространять и сохранять ценности, культурные ценности, которые могут быть духовными и материальными. И, собственно, ну, как бы вот наша задача сделать так, чтобы эти ценности, которые действительно хранятся и в музеях, чтобы они дошли до каждого нашего жителя, чтобы они были доступны. Действительно, не всегда, не все могут попасть вот на оперу, на балет, да, не всем это доступно чисто физически. И вот наша задача, наверное, вот в этот год приложить дополнительные усилия, создать новые проекты, инициировать новые направления. Сейчас, конечно, мы все активно будем работать над этим, и
уже разрабатывается, утверждается проектный офис по проведению мероприятий года с тем, чтобы ну, вот, выполнить эту важную почетную миссию. Ну и отдельно глава, кстати, говорил и о сохранении родных языков, и, собственно, и нашу компанию отметил, да, сказал о том, что наши мультфильмы, которые вот сейчас как раз в прокате идет в широком метре, первый мультфильм, федеральный прокат вышел, так сказать, я была на премьере в Москве, Току и Чисхан, и наш сериал ТЭФИ получил. И вообще в целом это такое действительно объединяющее. Вот как вы сказали, что культура — это вот такой цемент, да, для... На самом деле вот у нас сейчас уникальная возможность сохранилась для того, чтобы как раз-таки способствовать сохранению нашего языка, который, может быть, ну, не было бы вот тех политических событий, не было бы такой возможности, да, потому что самая большая угроза исходила из Ютуба, да, ну, все знают, что вот поколение Ютуба — это как раз-таки уже начиная вот даже в деревнях, если брать детей, да, которые, с которыми, собственно, вся семья говорит на ломаном русском языке, потому что вот только ребенок последнего поколения, он просто не понимает якутский язык. Не было бы счастья, Да, счастья и вот у нас сейчас сложилась такая обстановка, что мы действительно можем воспользоваться вот этой ситуацией, в том числе для сохранения своего наследия. Спасибо вам огромное, что подошли со мной обсудить итоги послания. У нас с вами можно разговаривать бесконечно, но у нас время подошло к концу. Единственное, можно сказать, что с наступающим новым 2026 годом и всем здоровья и культуры этого здоровья. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.